Раздался гудок поезда, и эшелон двинулся. Когда однажды она пошла кормить ребенка, подходит, а ребенок мертв. 18 мая нас раскидало по всему Советскому Союзу. Все под закон подгоняет. И именно по закону, на отношении нашего народа, чинится беспредел, беззаконие. — 18 мая – это день, когда на государственном уровне началась неприкрытая, оголтелая кампания клеветы и лжи относительно всего нашего народа. И она продолжалась в течение нескольких десятилетий. И отголоски мы на сегодняшний день также ощущаем. Мне 85 лет. 18 мая для меня это почти что смертельный день был. В этот день мы возносим молитвы Всевышнему за тех, кто погиб в этом геноциде. Это продолжение того геноцида, который начался в 1783 году в отношении крымско-татарского народа. Это было продолжением. Всегда мы эту траурную дату сравниваем, да, с историческими событиями, которые были 230 лет назад. И всех в течение 15 минут пытались собрать на площади. Крик, шум, гам, плач. Они думали, что их везут расстреливать, также потому что свежие в памяти были события, которые происходили в годы войны с евреями. Наша семья, папа был на фронте, мама с 3 детьми, на руках ребенок. Мне 9 лет, младшему братишке 6 лет и год-полтора года братишки на руках. Бабушка была, папина мама. Она была слепая глазами. Я бабушку взяла под руку, вывела из дома, и нас под винтовку вывели из дома. Единственное, что успевали взять, это немножко ручной клади из еды и священный Коран. В дом моей прабабушки ворвались сотрудники НКВД. Дав несколько минут на сборы в скотских вагонах, ее депортировали в Среднюю Азию. 16 мая родился мой брат. И вот с этим грудным ребенком моя мать была загружена в эти вагоны скотские. Погибла половина народа. Болезнь, голод, антисанитария. Семья матери с бабушкой оказалась разделенной, то есть их вывезли из Крыма в различных вагонах, и только через несколько месяцев они смогли друг друга найти. А после 1944 года тоже власть не покаялась ни перед мусульманами Кавказа, Крыма, перед теми, которые были репрессированы, высланы, ограблены на государственном уровне с расчетом. Почему с расчетом говорю? Потому что на уровне государства проводилась политика Крым без крымских татар. Они выселяли с таким намерением в 1944 году, что они это делают навсегда, но наш народ опять в Крыму, и мы обязательно возродимся и не потеряем, да, свою идентичность. В 1944 году на наш народ был навешен ярлык предателей. В эту эпоху в современном мире Россия пытается повесить ярлык террористов на крымско-татарский народ, на крымских татар, крымских мусульман. Нам до сегодняшнего дня никак не дают покоя. До сегодняшнего дня наших молодежей приезжают, обыскивают и ни за что арестовывают. И в тюрьмах сидят наши дети. Когда будет справедливость? Хоть мы и не участники событий 1944 года, но рассказы наших родителей, они полностью укладываются в то, что мы видим сегодня. Та же депортация и репрессии, только в современном мире. Сегодня, когда происходит геноцид и репрессии целых народов, мир не должен молчать. Он должен защищать права сообществ и ни в коем случае не допустить повторения тех трагедий, которые произошли в прошлом. Международная общественность или вообще те, которые сегодня говорят, что нарушаются права, принимают законы в Организации Объединенных Наций о правах человека в 1948 году, фактически они не работают, эти законы. Не только Нюрнбергский процесс должен был, я думаю, повторно должен был быть и еще один международный суд, который осудил бы тех же победителей. Я надеюсь, что
в самое ближайшее время такие дела будут возбуждены, и те, кто виновен, они будут привлечены к ответственности, и общество узнает, кто ночью или ранним утром приходил в дома, вывозил людей. Придет тот день, когда все встанет на свои места, и семьи встретят своих сыновей, отцов, мужей.